Первым на повестке дня стоял вопрос о ходе подготовки к проведению первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, посвященного памяти героя России Алихана Калиматова. Министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Руслан Билхароев отметил, что соревнования пройдут с 24 по 29 апреля и соберут лучших борцов со всей страны. Сейчас уже завершены все организационные мероприятия, включая подготовку спортивных объектов и обеспечение необходимых условий для спортсменов и зрителей. В соревновании примут участие сборной команды региона России, количество более 400 человек, 60 тренеров и 25 судей. Первенство России будет проводиться на 3 борцовских коврах, 10 весовых категориях. В настоящее время создан Организационный комитет по организации первенства, разработан и утвержден план подготовки проведения данного мероприятия, разработан и направлен в правительство Республики Ингушетия. Проект восстановлен по представлению дизельных генераторов во время проведения мероприятий. Также разработан сценарий, план проведения соревнований. Вторым вопросом стало обсуждение подготовки и проведения республиканских торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В обсуждении принимали участие министр культуры Залина Льянова, министр по внешним связям и национальной политике Руслан Мезиев, заместитель министра образования Петимат Угурчиева, председатель комитета по делам молодежи Адам Мальсагов и глава города воинской славы Муса Галаев. Льянова отметила, что план торжеств включает не только официальные церемонии, но и культурную программу, выставки и встречи с ветеранами. Всего в Ингушетии пройдет около 150 мероприятий, а самое масштабное будет организовано 9 мая возле Башни Согласия. Праздничный концерт, в котором примут участие около 200 артистов. Руслан Мезиев добавил, что планируется организовать ряд акций, направленных на информирование населения о значении победы и роли ветеранов в истории страны. Также 8-9 числа планируется 8 числа открытие памятников. Это в крепости, то, что восстановил Михаил Гуцериев, и открытие в Назрановском районе у колледжа Цурова, памятник, который был отреставрирован по программе Министерства обороны. 9 числа у нас планируется также возложение цветов на мемориале памяти и славы с участием главы, правительства и жителей республики. Третий ключевой вопрос касался готовности к защите территории и населения Республики Ингушетия в период весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод. Главы муниципальных образований Сунжи, Карабулака и Сунжинского района отчитались о работе по обеспечению безопасности жителей. Силы средства постоянной готовности находятся в готовности. Материальный бюджет на 25 год от города сумма составляет 3 400 000 рублей. Также готовы проведены обследования по временному разрушению населения на 2000 человек. Силы средства территориальной подсистемы СЧС города Сунжи по автопасному периоду готовы. На заседании были кратко затронуты и вопросы реализации региональных составляющих национальных проектов и федеральных программ, весенней призывной кампании и подготовки к организации оповещения призывников. Участники совещания рассмотрели и проекты нормативно-правовых актов, связанных с социальной поддержкой ветеранов труда. Завершилось заседание конструктивным обсуждением. Участники выразили уверенность в успешной реализации намеченных планов и мероприятий. Это позволит укрепить социальную стабильность и безопасность в регионе. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.